В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Использование альтернативной котельной не препятствует получению потребителями госсубсидий на оплату коммунальных услуг, сообщил заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Алексей Храбков. По данным Министерства, Якутия наряду с Кузбассом и Санкт-Петербургом входит в тройку наиболее субсидируемых регионов по жилищно-коммунальным услугам. Модель альтернативной котельной никоим образом не препятствует реализации мер бюджетной социальной поддержки тем, кто в таковой нуждается, сказал Храбков в ходе круглого стола, посвященного коммунальной инфраструктуре Кузбасса. По словам представителя Минэнерго, в новом законе о теплоснабжении четко прописываются нормы бюджетной системы, которые позволяют такую поддержку осуществлять. Решение о форме субсидирования принимается местными властями и прописывается в соглашении между муниципалитетом и единой теплоснабжающей организацией. Общую потребность в инвестициях Минэнерго оценивает примерно в 200 миллиардов рублей. «Газпром» построил 95% газопровода «Сила Сибири». В частности, было сварено и уложено 2064 километра труб от Якутии до российско-китайской границы. На базовом для Якутского центра газодобычи Чаиндинском месторождении завершено бурение 127 эксплуатационных газовых скважин. Выполняется монтаж основного технологического оборудования на газовом промысле. Полным ходом идут работы по строительству ключевых объектов первого пускового комплекса Амурского газоперерабатывающего завода, важного элемента технологической цепочки поставок газа по «Силе Сибири». Полностью выполнен план навигации этого года. Морским и речным транспортом на строительную площадку доставлено 58 единиц крупнотоннажного и габаритного оборудования. Напомню, что ввод в эксплуатацию газопровода планируется до конца следующего года. Правительство Якутии ищет подходы к строительству Ленского моста. По словам руководителя региона Айсена Николаева, волнующий якутян вопрос будет решен в ближайшие 2 месяца. Правительство республики интенсивно работает с Министерством транспорта России по подготовке финансовой модели строительства Ленского моста. Илдархан сообщил, что здесь есть несколько путей. Это и прямое бюджетное финансирование, и федеральная региональная концессии. В августе я встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и достаточно долго рассказывал ему как раз о необходимости и перспективах строительства моста. Какое значение он имеет не только для города Якутска, а в целом для развития экономики всего Северо-Востока. Это обеспечение транспортной доступности всей западной части республики, вовлечение в оборот огромных территорий и снижение затрат на северный завоз, отметил Николаев. Якутскэнерго за 9 месяцев текущего года увеличила производство электрической энергии более чем на 15%. Выработка электрической энергии станциями составила свыше 3 миллиардов киловатт в час, при плане в 2 миллиарда 981 миллион киловатт в час. Выполнение плана по объемам производства электрической энергии за 9 месяцев составило 101,2%. Увеличение выработки электрической энергии обусловлено ростом объемов электропотребления в западном энергорайоне объектами компании «Транснефтьэнерго» и горнорудной компании «Угахан». Жатай получит 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о премировании победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Поселок Жатай, занявший 3-е место, получит 1 миллион 520 тысяч рублей. Объем каждой премии варьируется от 480 тысяч до 3 миллионов 800 тысяч рублей. В общем, на эти цели будет выделено 40 миллионов рублей. За эффективное управление финансами премируют 4 муниципалитета в 14 регионах страны. Те средства, которые выделены, естественно, они наверняка, я думаю, пойдут на благоустройство, обустройство территории. Но решение мы будем принимать вместе с представительным органом, нашими депутатами. Поэтому я думаю, что они будут использованы на благое дело. Высокоскоростной интернет дошел до села Эргёлях Намского района Якутии. Село расположено в 60 километрах от районного центра Намцы. Началось тестирование сигнала. В селе Эргёлях проживает 273 человека. С приходом высокоскоростного интернета качество жизни села заметно улучшится. Напомним, что пропускная способность линии связи составит 1 гигабит в секунду, сказано в сообщении правительства республики.
Технический центр телерадиовещания готов перевести на оптику местные организации, объекты образования и органы местного самоуправления. Также на оптику будет переведена местная базовая станция Wi-Fi для предоставления услуги беспроводного доступа в интернет. Проекты ЦТР по строительству магистральной волоконно-оптической линии связи Кобяйский экспресс уверенно движется по намеченному маршруту. Следующим пунктом назначения является село Хонгорбие Намского района. Всего благодаря Кобяйскому экспрессу широкополосным интернетом будут обеспечены почти 5000 якутян. Фонд развития Якутска предоставляет микрозаймы под 7% годовых предпринимателям. Начинающие предприниматели могут воспользоваться суммой до 500 тысяч рублей. Для них действует пакет «Бизнес-старт». По направлению бизнес-развития максимальная сумма составляет до 3 миллионов рублей. Микрозайм предоставляется на срок от 3 до 36 месяцев. Займ является целевым. Фондом осуществляется проверка, мониторинг и контроль над деятельностью заемщика, состояние залога в течение действия договора займа. В Якутии стартовала всероссийская 5-я неделя сбережений. Основная цель недели – привлечение внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам. В рамках проводимых мероприятий в управлении Роспотребнадзора с 29 октября по 2 ноября будет работать горячая линия на тему права заемщика, вкладчика при оказании финансовых услуг кредитными микрофинансовыми организациями. Телефоны горячей линии указаны на экране. Также по указанным проблемным вопросам можно обратиться лично в управление для бесплатной консультации. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.